Якутия получит более полумиллиарда рублей в рамках национального проекта «Культура». На что и куда будут направлены деньги, где появятся новые объекты культуры, а также современные культурные ценности и многом другом. Мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, министром культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрием Куприяновым. Юрий Степанович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот буквально только что в выпуске мы говорили про новый указ, поэтому давайте мы нацпроекты немного отложим и поговорим о документе, который накануне подписал Владимир Путин. Это налоговые льготы для тех физлиц, юрлиц, которые окажут, так скажем, материальную помощь или финансовую поддержку объектам культуры. Что вы думаете на этот счет? Каким образом этот закон, этот документ поможет, может быть, в развитии или, может быть, просто поддержать объекты культуры? И как вы видите реализацию этого закона в нашей республике? Ну, назову, наверное, несколько таких параметров, да, которые... Во-первых, это государство поддержало культуру. Вы знаете, что культуре никогда не хватает денег. Во-вторых, это мандат доверия, да? Мандат доверия нам, работникам культуры, для того, чтобы вести переговоры. Ну и для гражданина и юридического лица это государство дает ему возможность не в убыток себе помогать культуре, а учитывая то, что это как государственная помощь можно считать. Вычет налогов и НДФЛ. А для нас вот как вести переговоры для того, чтобы поддержка была. Я оцениваю только положительно. Я думаю, что это шаг навстречу для того, чтобы общество и те, которые мы создаем, скажем, культурные ценности, сегодня большой отряд, нашло возможность, чтобы и гражданское общество, и бизнес нашли какой-то консенсус в этих вопросах. Вот касаясь как раз нацпроекта, вы вернулись из Москвы, насколько я знаю, и ввели переговоры по реализации проекта на территории нашей республики. С чем приехали, с кем встречались и о чем можете вот сегодня сообщить? Ну, с Москвы деньги не привозят сейчас. У нас как бы электронные адреса и прочее все вместе работают. Мы были на культурном форуме большой командой. Более того, удалось организовать 2 встречи заместителя министров культуры, которые курируют нацпроект. Это Ярилова Ольга Сергеевна. И год театра, который наступит следующим, это Павел Владимирович Степанов. Ну, получилось действительно попасть на прием. Я считаю, что это удачно и хорошо обсудить эти вопросы. Да, мы получили 523 миллиона пока. 3 года подтвержденных, 3 года плановых от Министерства культуры на 6 лет бюджета по национальному проекту. Там есть действительно те слабые стороны, которых никогда, ну и в нашем бюджете нигде не находили финансирования. Это прежде всего детские школы искусств. 49 миллионов мы в этом году предусмотрим на приобретение музыкальных инструментов для наших школ. В 2019 году? Да, в 2019 году уже приобретем. И 116 миллионов рублей мы получим на достройку в этом году, введение в действие 2 сельских домов культуры. Это Дикимде в Горном Улусе и Сырдах у Салданском Улусе. Вот это как бы то, что, если в деньгах так выразиться, прямо сегодня дает национальный проект для нашей республики. В этом году, в 2019 году, в будущем, в 2019 году, да. Ну, на самом деле, проблем, наверное, больше все-таки, да. Если мы говорим про 49 миллионов на инструменты в детские школы искусств, смотрите, детские школы искусств сегодня много говорят о материально-технической базе. Насколько вообще люди сегодня идут и стремятся заниматься искусством, насколько ведут детей своих в эти заведения? И послужит ли нацпроект таким инструментом привлечения? Уверен, что послужит, потому что, во-первых, востребованность есть. Сегодня родители вкладывают в это дело, а сейчас будет государство вкладывать. Мы уже будем приходить уже больший как бы, уровень подготовленности учебного заведения, который является общедоступным. У нас в республике порядка 80 с лишним детских школ искусств. И востребованность и в городах, и в сельской местности имеется. У нас есть высшая школа музыки, у нас есть артистский институт, да, государственный, который готовит кадры для того, чтобы детские школы музыкальные, школы искусств по всем направлениям имели возможность иметь учителей, преподавателей. Я уверен в том, что вот, ну, есть такое правило, да, которое я, в принципе, может быть, сам недавно узнал о том, что кто такой зритель, да, в театре. Это самый главный человек. То же самое в искусстве, в культуре в целом. Кого воспитывают? Это наши дети, будущее это наше. Это театр юного зрителя, который воспитывает профессиональных зрителей. Или детские школы искусств, которые воспитывают людей, которые другого, нового поколения, ценителей действительно истинных ценностей нашей культуры. Ну, не могу не спросить, Юрий Степанович, на прошлой неделе Счетная палата республики обнародовала данные о проведенной проверке в объектах культуры, и речь шла про нарушение в 1 миллиард рублей. Что вы прокомментируете на этот счет?
Ну, мы уже как разобрались, ЕКТРУ, нормальные журналисты объяснились о том, что, коллеги, мы неправильно как бы хайпанули тему. Там же четко ясно было, что Министерство культуры украли 1 миллиард рублей. Читаемость огромная была, большая. Но на самом деле это ошибка. В акте проверки написано, что более 1 миллиарда субсидий, которые мы предоставляем своим подведомственным учреждениям, не имеет пункта о возврате при нецелевом использовании этих средств. Данный пункт внесен согласно акта, а сумма небольшая, которая имела вот порядка 3 с лишним миллионов нецелевых, которые были выплачены, ну, необоснованно выплаченные стимулирующие выплаты, необоснованно, например, отнесенные к текущему ремонту ограждения. Вот такие вещи мы сегодня по акту устраняем, работаем для того, чтобы привести в соответствие законодательству или вернуть в бюджет часть денег, которые действительно незаконно были выплачены, там, ну, как в виде стимулирующих выплат, районных коэффициентов или другой нецелевой статьи расходов. То есть нарушения коснулись минимальной суммы, и работа по их устранению ведется сейчас? Да, они, как бы так, мягко скажем, ни о каких, текущие, да. Ни о каких вмешательствах там, правоохранительных органов речи не идет? Да, более того, я благодарен и ЕКТРУ, которые опровержение по нашему комментарию на следующий день выпустили на своих страницах. Хорошо. И опять же еще одна тема, которая муссируется эти дни, тоже не могу не спросить. Это отмененный концерт ЛД, который должен был сегодня состояться. Все-таки, как вы думаете, насколько, ну, может быть, государство должно или не должно вмешиваться? И, ну, ваше личное отношение вот к подобного рода, так скажем, инцидентам? Я не прошу там комментировать, может быть, артиста, да, ну, поскольку он занимает там определенную нишу, у него есть последователи, тогда вот вы что думаете на то, что произошло? Ну, во-первых, концерт отменили, его нету, да, концерта, как бы предмета разговора нету, но в целом думаю, как? Цензуры нету. Министерство, ну, многие обращались, почему Министерство культуры разрешает такие концерты. Да, мы не имеем сегодня цензурной какой-то деятельности для того, чтобы оценить, имеет ли это художественную ценность или как бы анти, там, скажем, какие-то вещи, которые прогрессируют в обществе и прочие вещи. Сегодня каждый имеет право выбора. Нельзя как бы ограничивать право выбора, которое провозглашено Конституцией нашей Российской Федерации. Ну и как работники культуры в целом, и как человек в целом говорю о том, что запретами мы не добьемся победы. Но в целом мы должны воспитывать общество таким ракурсом, в том, чтобы и зрителей-то на такие концерты, если мы считаем, что они недостойны, должно быть меньше. Это же коммерческий концерт, и совершенно как бы тема такая коммерциализация. Мы бы хорошо бы хотели, чтобы и в наши учреждения, наши театры, да, наши концерты, чтобы тоже оценивалось таким уровнем востребованности, чтобы половине, скажем, активной части нашего общества необходимо было противостоять, чтобы меньше народу пришли. Ну, сегодня конфликта нету, но в целом, как осадок остался же, правильно? Остался. Да. Правильно ли поступили и здесь. неправильно поступили? Ну, вот вопрос, я думаю, что он так и обсуждаться должен быть. Мы должны путем как бы понимания, обсуждения, для этого же есть у нас как бы общественное мнение. Ну, давайте вернемся действительно к общественному мнению, к тому, что происходит на территории Якутии, к республиканским, так скажем, новостям. Ну, недавно мы все широко отметили 125-летие Платона Аюнского, и в эти дни завершается голосование по выбору имени аэропорта города Якутска. Кстати, вы как сами, голосовали или не голосовали, и за кого отдали свой голос? Я голосовал за Платона Алексеевича Аюнского, это раз. Во-вторых, хочу отметить о том, что проходят и пройдут научно-практические конференции, сессии, да, разного уровня обсуждения наследия Платона Алексеевича. Ну и тот факт, что он был первым, который положил на письменный язык Аланхо, Нюргунбатур, стремительный, является неоспоримым фактом его достижения. Первый председатель Союза писателей нашей республики. Все сообщества как бы сегодня отмечают 125-летие Платона Алексеевича. Театральный сезон этого года, года театра в республике Саха-Якутия, будет посвящен именно Платону Алексеевичу Аюнскому. И связаны даже с Алжеем и Платоном Алексеевичем Аюнским. Действительно, вот нашими деятелями культуры был брошен клич. Придем ли, мы можем ли пригласить на спектакли по мотивам Платона Алексеевича Аюнского больше зрителей, чем приходят на вольную борьбу, бокс или масс-рестлинг. И я хочу сказать, что деятели культуры добились этого. И население города Якутска, наших улусов поддержало. Там было больше, чем на всех любых спортивных соревнованиях.
Несмотря на вольную борьбу, Якутии вообще ходит очень большое количество народу. Но зал был заполнен, 1500 человек участвовали в концертной части, больше чем 4000 в коридорах стояли, сидели на местах все дополнительно. То есть могу сравнить в том, что на концерт Эльджея пришло бы меньше народу, чем пришли на Платона Исаева. Ну, это хороший показатель на самом деле. Это, да, очень хороший показатель уровня как бы общественного сознания нашего населения. По аэропорту голосовал за Платона Исаевича Юнского, потому что примерно предполагаю, да, аэропорт, самолет садится, садимся в аэропорт города Якутска имени Юнского. И приветствует, говорит, вас приветствует земля Олонхо. Я хотел бы, чтобы это было связано с таким вот посылом, да, земля Олонхо, это наша республика Саха-Якутия, и она связана именем великого человека, который действительно сделал ее, основание положил, чтобы Олонхо стало великим эпосом нашего народа. Вот понимать надо, да, вот спор, конечно, есть, да, кто будет наш великий летчик и прочее, но вот великое имя, я из тех, которые сделаны, я думаю, что оно ценнее, чтобы спор, который происходит, вот у нас, мы сейчас занимаем одно из первых мест в Дальнем Востоке, из 5 городов, которые голосуют, и Платон Исаевич Аюнский действительно получает, ну, уже такой порыв был. И сегодня, пользуясь случаем, могу сказать, чтобы, коллеги, да, не сомневайтесь, поддержите это решение. Нам есть чем гордиться. И буквально, когда вчера мы проводили декаду, в рамках декады Олонхо, спросили вот очень большое количество людей, которые фанаты этого движения, да, как бы, скажем, в крови, как бы вот некоторые говорят, что есть гендерная память и прочие вещи того, что вот Олонхо жило в якутском народе. Я говорю, у каждого поколения есть героические поступки, которые остаются и переходят через столетия. Ну, вот сохранение и Олонхо, который у нас появились же новые Олонхосуты, это и есть исторический героизм вот нашего поколения, которому мы сегодня. Поэтому присвоение имени Аюнского, это пройдет же через другие столетия. И у нас будут спрашивать, почему назвали именем Платона Исаевича, тогда вот они будут знать, что такое Олонхо и что такое якутский народ, который сохранил свою историю в устном эпическом произведении. На самом деле с вами согласно более половины тех, кто принял уже участие в голосовании. По сегодняшним данным, по данным утра, там более 50% голосов отдали за Платона Аюнского. Хорошо. Вот вы коснулись темы года театра следующего года. Вкратце, что ждать зрителям театров Якутии? Я хочу, чтобы каждой семье кто-то, да, каждая семья посетила театр. Театр это можно ходить семьей. Мы поставим, вернее, наши театральные деятели театра поставят произведения, которые, естественно, стряхнут как бы мир. Классика будет. 220 лет Пушкину. В русский театр придете, будет «Мертвые души», который поставит Сергей Потапов. Сегодня спектакль «Мой друг Гамлет» номинирован «Золотую маску» 19 года, года театра. Да? Ну и ключевым событием станет 27 марта, Международный день театра, когда все наши театры соберутся здесь, в Якутске. У нас будет юбилейный 10-й фестиваль «Желанный берег». Я думаю, что год театра сделает нас эстетически ценным, но более выше на уровень. И каждый, как говорил великий Шекспир, да, каждый живет же в театре, весь мир театр, а люди в нем актеры. Пусть каждый себя почувствует героем хорошего, позитивного романа или драмы, не трагедии, а именно вот такой оды жизни, к которой он сегодня пришел в эту жизнь. Спасибо большое. Я еще раз напомню, что гостем в студии телеканала «Якутия-24» стал министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Куприянов. И обсуждали мы тему нацпроекта «Культура». Спасибо.